В эфире вечерний выпуск новостей, в студии Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. От вопросов экономики до воспитания молодежи. Сегодня взаимодействие власти и молодежи стоит у нас на первом месте. Потому что молодежь именно та среда, которая в последующем будет осуществлять те серьезные, грандиозные проекты. В регион с насыщенной программой прибыл полномочный представитель президента страны в СКФО. Единый голос исламских ученых мира. Мы говорим с ними, разговариваем с ними о возможности полной публикации, то есть в печатной версии этого письма. Что содержится в открытом письме, отправленном группировке ИГИЛ? Плачевный результат неосторожности на дорогах. По предварительной версии водитель данного транспортного средства «Десятки» превысил допустимую скорость и, по всей видимости, находился в нетрезвом состоянии. В Побединском произошла страшная авария, унесшая жизни 3 человек. Путевка в будущее. Победители первенства республики по боксу среди юниоров автоматически переходят на следующий этап своей спортивной карьеры. В Гудермесе состоялись финальные бои первенства республики по боксу среди юниоров. Что ждет победителей? В Грозном с рабочим визитом находится полпред президента России в СКФО Сергей Меликов. В программе визита посещение различных объектов социально-экономической сферы. Вместе с главой Чечни они посетили памятник советскому солдату, а также восстановленный недавно Дом печати и 20-ю школу. Обо всем по порядку. Ясмина Гацаева. Свой рабочий визит полномочный представитель президента в СКФО вместе с главой Чечни начали с возложения цветов к памятнику советского солдата на братской могиле. В торжественном мероприятии роль почетного караула досталась воспитанникам Грозненского военного Суворовского училища. Рамзан Кадыров и Сергей Меликов почтили память героев минутой молчания. Со времени Великой Победы прошло 70 лет, однако память о воинах, принимавших участие в сражениях против фашизма, живет в сердце каждого россиянина. На фронтах Великой Отечественной воевали и десятки тысяч уроженцев Чечни. Меликов выразил благодарность за содержание в образцовом состоянии памятника и братской могилы. Затем Сергей Меликов и Рамзан Кадыров направились в Республиканский дом печати. 4 декабря прошлого года это здание было разрушено в результате вылазки бандитов. И ровно через 20 дней в рекордные сроки дом печати был полностью восстановлен. Кадыров рассказал, что мало кто верил, что за такое короткое время практически полностью выгоревшая многоэтажка примет новый облик. Гости прошлись по всем этажам, осмотрели редакционные помещения. Министр печати Шаид Джамалдаев рассказал, что здесь располагается штаб-квартира печатных и электронных СМИ. Здесь у нас вести республики. А вот в Доме печати, получается, каждый этаж за каким-то изданием? Да, за каким-то изданием, да. У нас есть НТВ, группа «Первый канал». Они арендуют 2 этажа. И Тартас, РИА Новости. Мы сейчас обновляем, молодежь подтягиваем. У нас школа юных корреспондентов. Мы сейчас его делаем, школу повышения квалификации журналистов. Вот будут свои кадры. Зеркальный фасад здания украшает 4 зеленых полосы, символизирующие логотип телерадиокомпании «Грозный». Из окон Дома печати полпреду показали издание самого телевидения. Оно является первым и единственным спутником-вещателем в Чеченской Республике. Также Меликов увидел и новый корпус телеканала, оснащенный новейшей аппаратурой. Вот новое здание, а вот это вот бывшая часть типографии Дома печати. Это здание все входило вот в это здание. Сейчас у нас под телевидение. Вот это полностью телевизор. Следующий пункт визита полпреда и Рамзана Кадырова – 20-я школа. Она тоже пострадала в ходе событий 4 декабря. Гостей встречает директор школы Мариам Газиева. Она рассказала, что о таком быстром возвращении в родные стены здесь и не мечтали. Как ваша школа? Жаловаться нечем. Все хорошо, Рамзан Ахматович. Потихонечку занимаемся. После каникул начали свои занятия. Дети довольны, что учебный процесс в своих стенах. Потому что все-таки свои стены гораздо лучше, чем в гостях. Теперь о том страшном, где здесь ничего не напоминает, радуются не только преподаватели, но и дети, которые на время восстановления были распределены по другим школам. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Тебя как зовут? Маша. А у тебя какие оценки? 5? Ты будешь математиком, наверное? Ботаником будешь, да? Что ты берешь, что ты дома? Ты делаешь дома?
А, будешь? Все, буду хорошо. После всего уже дома. Особенно дома. Хотите, ну, Гости побывали в нескольких классах, пообщались с детьми. Учащиеся не только рассказали о своих успехах, но и поблагодарили Рамзана Кадырова за возможность вновь учиться в родной школе. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Вот, какие гварды yok dersen. Молодой же? Видел. Учитель, ты будешь? Мы благодарим Рамзана Кадырова, что он сделал такую хорошую школу. Мы благодарим его. Школа оснащена самым современным оборудованием, включая интерактивные доски. По словам Сергея Меликова, чтобы в такие рекордные сроки возобновить учебный процесс, нужно очень любить детей. И глава Чечни доказал это в очередной раз. Проекторы, интерактивные доски у нас были, но сейчас у нас все новое оборудование. Нам дали. Да, после этих событий, после восстановления Запускали школы. школу уже совсем оборудованы. Да, ребята, вот Рамзан Ахматович на самом деле детей и школу очень любит, поэтому за такой короткий срок все восстановилось. Побывали гости в школьной столовой. По словам директора школы, это одно из самых любимых мест учащихся. Полпред интересовался и рационом питания детей. Питание как сейчас? Питание, есть категория детей, которые бесплатно питаются, да, а есть категория детей, которые за счет родителей. Ну, как во всех школах российских. В завершении визита Сергей Меликов сделал подарок для детей, учитывая, что 2015 объявлен годом литературы. Полпред принял решение передать школе собрание сочинений одного из великих русских классиков. Хотим в Пятигорске собрать в марте месяце преподавателей русского языка, ну вот в свете тех вещей. Рамзан Ахматович, если можно, он директор школы сюда отпустить, а мы там подумаем, как-то человеку сказать спасибо. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Ясмина Гацаева, Луиза Батыжева, Ахмед Джабраилов, Джамлайл Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Также Сергей Меликов вместе с Рамзаном Кадыровым приняли участие в заседании Совета по молодежной политике при полпреде президента страны в СКФО. На встрече обсуждались актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, подготовка к празднованию 70-летия Победы и реализация молодежных программ. Аза Исаева продолжит. Совет по молодежной политике при полномочном представителе при президенте страны в СКФО не является штатной организацией. В него вошли сотрудники ведомств по делам молодежи со всего округа и наиболее активная молодежь. Начиная встречу, Сергей Меликов поделился своими впечатлениями о чеченской столице. Сейчас приехали с Рамзаном Ахматовичем на мемориал героям Великой Отечественной войны. Я хочу выразить признательность, благодарность и Рамзану Ахматовичу, и руководству республики, и тем общественным организациям, которые приняли участие в восстановлении памятников нашим погибшим воинам. Мы с вами находимся во времени, предшествующем нашей славной дате, 70-летию Победы. И в этом отношении я хочу сказать, что, наверное, по праву сегодня вот эта высокая оценка дается нашим чеченским коллегам, которые приложили много усилий не просто к восстановлению мемориалам памятным для этой даты, но и вообще к тем ритуальным местам, которые отображают нашу историю. И сегодня для нашей страны, для нас, для всех это очень важно, особенно в плане того, что есть не то, что есть, а идут прям какие-то такие активные атаки, попытки перекроить историю. За нас хотят нашу историю написать. Мы этого не должны позволять. Второе, о чем я хотел сказать, это то, что мы сегодня побывали на двух площадках. Это Дом печати и школа, которые 4 декабря подверглись нападению. Я бы не хотел, конечно, таких примеров никому желать, но тем не менее в кратчайшие сроки восстановленный объект, который является информационным центром Чеченской Республики и центром пропаганды, осуществляющей идеологическое противоборство технологиям, которые сегодня пытаются внедриться в нашу идеологическую среду, наверное, это разумно и стратегически правильно. Ну и школа. Дети только неделю не были, не находились в своих классах. А после каникул зимних они пришли в новый класс. Когда мы говорим о кризисе, когда мы говорим о каких-то экономических там вещах, можно понять, что на самом деле кризис присутствует, наверное, не в экономике, не в финансовых сферах, а в разуме некоторых людей, которые на сегодняшний день не способны определить приоритетные направления и не способны на сегодняшний день, оценить
важность тех или иных проектов. Здесь, в Чеченской Республике, в Грозном, этого нет. Если бы сегодня эта школа представляла собой кострище и пепелище, наверное, вот это кострище и пепелище, оно бы гораздо печальнее сказалось на развитии нашего Северного Кавказа, нежели скачки курса доллара, цены на нефть и так далее. Рамзан Ахач, вам, вашим коллегам хотел бы еще раз выразить благодарность, признательность за правильную оценку ситуации и за то, что вот эти вот мероприятия были своевременно, правильно выполнены. Что, кстати говоря, и послужило оценкой деятельности руководства Чеченской Республики президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Участников заседания поприветствовал и глава региона Рамзан Кадыров отметил, что вопросы молодежной политики являются приоритетными в деятельности руководства республики. И в это направление включены все органы власти. Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания сегодня имеют первостепенное значение. Наша Родина переживает непростой период. Мы находимся под давлением западных санкций. Спецслужбы ведут тайные игры с целью подчинить Россию своим интересам. Но все эти вызовы и угрозы обречены на права, потому что во главе Российской Федерации стоит истинный патриот, национальный лидер, президент Владимир Путин. Это человек великого мужества и железной воли, который вывел Россию на уровень сверхдержавы и заставил мир считаться с ее интересами. Сегодня весь народ сплотился вокруг президента Путина. Даже на Западе, те США, он признан самым популярным политиком мира. Как отмечал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, единое общество способно решить проблемы любой сложности. Примером этого является наша республика. За короткий срок она стала самым стабильным, безопасным и динамично развивающим регионом России. В Чеченской Республике уже 2 года идет реализация единой концепции духовно-нравственного развития подрастающего поколения. В ее основе лежит воспитание молодежи духа патриотизма и любви к родине, уважение к ее истории, традициям и верованиям. Большая работа ведется по противодействию терроризму и экстремизму, искоренению таких неприемлемых для нашей культуры явлений, как наркомания и алкоголизм. В эту работу вовлечены все органы власти, общественность, религиозные и молодежные организации, творческая и научная интеллигенция. Уверен, именно такой системный подход поможет достичь высоких результатов в реализации молодежной политики в СКФО и России в целом. Нам нужна здоровая, духовно зрелая и социально активная молодежь. Это и есть гарантия стабильности и благополучия России. Я еще раз хочу поблагодарить вас, Сергей Ильич, за то, что вы решили провести такое важное мероприятие у нас в республике. Мы очень много делаем и стараемся делать для реализации молодежной политики, для того, чтобы объединить молодежь, чтобы они смотрели в правильную сторону, чтобы побольше привлекать их в социальной жизни, там, экономической, политической, спортивной, культурной. У нас работают все направления. Первый, так сказать, молодой парень, который принял Ахмад Хаджи, это Мурат, наш министр Тагиев. И с тех пор у них однозначная позиция – это направление против борьбы с терроризмом. Чеченцы никогда не были террористами, экстремистами. И это нам навязали, и мы доказывали тогда, что это абсолютно неприемлемо для нас. Все ярлыки навешаны, придуманы против нас. И в этом нам всегда помогала молодежь. Вот сегодня, если взять сегодняшнюю ситуацию, послевоенный регион, отток молодежи даже в горы, так скажем, или Сирии. У нас самые низкие цифры. Это нас не радует в том, что у нас хоть один ушел куда-то или там занимается не тем, чем он должен заниматься. И поэтому мы, используя, так сказать, бесплатный институт, наши обычаи, традиции, религии, стараемся так, чтобы молодежь в конце концов поверила в себя, и они верят, и они знают, что будущее и настоящее в их руках. Поэтому я думаю, что опыт той работы, который разрабатывали сами молодые люди в Чеченской Республике, будет помогать сегодняшнему совету, и мы будем делать все для того, чтобы помощь от нас была, и мы все граждане России, регионы жили дружно и в братских отношениях, как жили наши предки. Еще раз спасибо вам. Первым докладом сегодня выступил министр Чеченской Республики по делам молодежи Мурат Тагиев. Рассказал о том, что в 2014 году в мероприятиях, проведенных министерством совместно с другими ведомствами, приняло участие более 120
тысяч молодых людей. Они касались разных сфер жизни общества – религии, культуры, спорта, духовно-нравственного и патриотического воспитания. Начало этого года ознаменовалось новыми вызовами, но я уверяю вас всех, я думаю, вы все со мной согласитесь, что те цели, пути, задачи, те векторы развития, обозначенные перед нами президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и главой нашей республики, готовы исполнить в полной мере и даже удвоить и утроить наши усилия, чтобы реализация всех поставленных задач была выполнена в полной мере. О молодежной политике и гражданском просвещении рассказал сегодня гость из Дагестана Тимур Гусаев. После этого выступил представитель молодежного движения «Соборяне» Игорь Кочубеев, который рассказал о казачьих инициативах молодежной политики. Меликов отметил, что у казачьей и горской культур много общего. Говорили здесь и о проекте по развитию куначества. Отдельное внимание уделили подготовке к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кто не связан с Великой Отечественной войной в памяти своих предков? Нет таких людей, да? Давайте мы сначала приведем в порядок собственную память. У кого-то дед, у кого-то прадед дарил нам жизнь сегодняшнюю, у кого-то близкие родственники, у кого-то родственники дальние. Трагическую страницу в жизни народов Кавказа 23 февраля нужно рассматривать в том числе и так, что безвинно пострадали, в том числе и защитники Отечества. Кто-то штурмовал Кенигсберг или Берлин, а его семья в это время уже находилась в ссылке. Но он же при этом остался защитником Отечества. Я говорю, тут, понимаете, сильнее патриотов, чем на Кавказе, нет нигде в мире. Потому что столько перипетий исторических пережили народы на Кавказе, и при этом остались верны и России, и Родине, и Отечеству. Возвращаясь к вопросам о проведении молодежной политики, руководитель администрации главы правительства Республики Магомед Даудов отметил, что хотя многие организации со всего округа и ведут борьбу с экстремизмом, наркоманией и другими негативными явлениями, нужно четко определить направление этой деятельности. У нас самая большая проблема, можно сказать, России – это отток нашей молодежи в Сирии. У нас, по последним данным, больше 3000 молодых наших ребят участвуют в Сирии. Вот. И мое такое предложение. Мы недавно круглый стол в Грозном провели с участниками, так скажем, этого движения. У нас человек 9-10 оттуда вернулись. У нас это большая проблема. Почему? Потому что они наши бывшие одноклассники, соседи, из нас, скоро, хотим мы или не хотим, или постараются вернуться сюда. Я не думаю, что, как говорится, безнаказанными эти поступки не будут. Вот в этом направлении мы могли бы посодействовать, собрать молодежь, и могли бы такую встречу в Грозном провести. На самом деле это очень серьезная проблема. Мы ее даже с учетом ее серьезности, да, я считаю, что она заслуживает отдельного внимания, но коль такое предложение поступило, необходимо, наверное, к этому вернуться. Представляете, 3000 молодых ребят, им, как правило, до 30 лет, а то еще и моложе. Мы 3000 молодых ребят потеряли. Они сюда либо не вернутся, или лучше бы они сюда не возвращались. Потому что это люди, которые присутствуют при казнях заложников, при уничтожении христиан, при сожжении мусульманского летчика в Иордании. Это вообще дикие вещи, да? Мусульмане сожгли мусульмане. Да. Позиционирующие себя, да, борцами за чистоту веру. Представляете, как это? Ну неужели люди, присутствующие при этом, возвратясь сюда, они смогут ходить по улицам, ездить в трамвае, да, торговать нам это все? Это однозначно, это уже не те, кто нам нужен здесь. Силовыми вопросами мы эту проблему не решим. Ее нужно решать до того, как она состоялась. В ходе заседания обсуждался и опыт проведения форума «Машук». Меликов отметил, что это хорошая площадка для инициативной молодежи, но нужно следить, чтобы проекты, на которые выделяются гранты, были масштабными. Здесь отметили, что «Машук» должен воспитывать управленцев разного уровня. В конце заседания полпред объявил о том, что в состав совета будет принята телеведущая и участница форума Лиза Евлоева. Девушка отметила, что для нее большая честь присутствовать на таких заседаниях. Для меня это большая честь находиться среди вас, и я вам обещаю, что буду предлагать идеи
И я в этом совете, наверное, лишь для того, чтобы напоминать вам о нас, о людях с ограниченными возможностями, для того, чтобы вы, может, даже видя мою коляску, чтобы у вас были какие-то проекты, какие-то планы, потому что все-таки нам нужна доступность, нам нужны условия, потому что, все-таки хочется жить, и я очень хочу на своем примере показать людям, что нет ограничений. Спасибо огромное. После завершения официального заседания его участники пообщались в неформальной обстановке. Аза Исаева, Халид Мовсаев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. И уже после встречи с Сергеем Меликовым для активистов общественных движений был организован ужин. Здесь большой сюрприз ждал Лизу Евлоеву. От имени главы региона Рамзана Кадырова министр по делам молодежи Мурат Тагиев вручил ей ключи от автомобиля Toyota Corolla. Мужественность и целеустремленность девушки, которая, несмотря на трудности, занимает активную жизненную позицию, поразила всех. Автор проекта «Интеграционная школа искусств. Другой взгляд» помогла найти себя многим людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в Ингушетии Лиза руководит проектом «Доступная среда», помогает адаптации инвалидов и добивается соблюдения их прав. Подарок главы Чеченской Республики для девушки оказался полной неожиданностью. Конечно, есть моменты, когда ты отчаиваешься, руки опускаются, но в любом случае силы они должны быть. Поэтому хочется попросить людей, чтобы они добивались своих целей, чтобы родные поддерживали. Очень хороший подарок. Спасибо огромное Рамзану Ахматовичу. В Чечне появится историческое общество. Об этом стало известно в ходе встречи председателя парламента Дуквахи Абдурахманова с президентом Академии наук Шахруди Гапуровым. Субъективный взгляд некоторых людей приводит к искажению исторических фактов. Создание такого общества будет способствовать правдивому повествованию об истории чеченского народа. Его участники посредством СМИ будут рассказывать о героях, сыгравших судьбоносную роль в чеченской истории. Общество станет действенным механизмом к познанию своей национальной идентичности, сказал Дуквах Абдурахманов. Уже в конце месяца состоится встреча республиканских историков. Здесь также обсудили и подготовку к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Исламские ученые мира осудили действия группировки «Исламское государство». Они направили Аль-Багдади открытое письмо. Под ним подписи 126 человек. Фактически это большой научный труд. Авторы, основываясь на Коране и хадисах, доказывают, что все действия ИГ противоречат исламу. Экстремистская идеология боевиков группировки «Исламское государство» уже давно подверглась резкому осуждению мусульманского сообщества. О том, что эти действия не имеют ничего общего с исламом, говорит множество фактов. Ведь от их рук страдают в первую очередь сами мусульмане. Стремление установить транснациональное исламское государство в Ираке и Сирии привело к множественным смертям и разрушениям. بوصل نهتي عن وشهر بويش أتعليل وش بجنيس نقطعت ونداج تعال بوصل دين تعال مرشو يوقش دوي بوصل دين مرشو جوش نيز نقوش أتعال ملا تعال بيز بوصل دين شو بحكناش شو أربع что мощь ледо تعال нах боиш. Ничего хорошего нет, люди страдают. Она признана террористической организацией. Все конфессии, все богословы, в том числе и исламский мир, осуждают их действия. Хочется сказать, чтобы молодежь не поддавалась на эти провокации. 126 мусульманских ученых в открытом письме подтверждают, что так называемое исламское государство не имеет ничего общего с истинным исламом. На 18 страницах обращения религиозных деятелей опираются на аяты из Корана. ترليلوش در غزوة داس إز جهاد داس إذا خارتو يو إز ظلم دو إز بيتن دو تغنى يلش عليه الصلاة والسلام سن حديثش دار كوش شيء حق عدولش سنة تردي ناهن سنة صورت خواتينا ناح إي غبش ظلمي تشوخش ليلوش يلشل قزل سانا شيء بيوخل سانا بوصو دين دوشش ليلوش تك بوشتل أتسوست سانا سار ستنبعن خواتينا ألشي Dünyanın şu an İslam din çubuğuşul bolna, din çubuğuşçıgar söğütsna, İslam din çubuğnaş din çun erbolş bu iş vanduş. Письмо опубликовано еще 24 сентября. В открытом послании известные религиозные и научные деятели мусульманского сообщества просят прекратить использование термина «исламское государство», утверждая, что такое название противоречит политике группировки, которая подразумевает защиту мусульманских земель от немусульман и установление халифата, то есть государства во главе с мусульманским лидером. Глава Чечни на своей странице Instagram отметил, что данный труд заслуживает того, чтобы его прочитали
прочитал и изучил каждый мусульманин. Письмо содержит глубокий анализ высказываний главарей группировки и их реальных действий. На его основании известные ученые со всех концов света спрашивают у Аль-Багдади, кто дал вам власть над уммой? Ваша группировка? Если это так, то на каком основании группа из не более чем несколько тысяч человек назначила себя правителем для более чем 1,5 миллиарда мусульман? В своих проповедях богословы призывают молодежь не поддаваться на уловки лжеидеологов, информацию черпать лишь из проверенных источников, а если возникают вопросы, напрямую обращаться к местным имамам. Для того, чтобы каждый житель нашего региона мог ознакомиться с содержанием послания, его планируют опубликовать во всех региональных СМИ. На сайтах всех наших подведомственных газет будет размещена эта информация. Кроме того, у нас есть подведомственное министерство 2 газеты религиозного содержания, это «Зори Ислама» и «Ан-Нур». И сейчас мы разговариваем с ними о возможности полной публикации, то есть в печатной версии этого письма. Сегодня от каждого из нас зависит, как мир будет воспринимать ислам, говорят чеченские алимы. Они советуют не распространять непроверенную информацию, которой полон интернет. Тогда и вероятность неверного толкования ислама будет исключена. Санета Тутаева, Луиза Батыжева, новости. Столкновение 2 авто, унесшее жизни 3 человек. Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают причину аварии. Однако ответственность никто не понесет. Погибли водители обеих машин, а также 1 пассажир. Детали дорожной трагедии в репортаже Аслана Алибукаева. Страшная авария произошла на выезде из села Побединское. Автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился Тузуркаев, столкнулся с «Ладой» 10-й модели. Помимо пассажиров в салоне «семерки» находились еще 3 человека. Сотрудники госавтоинспекции разбираются в произошедшем. По предварительной версии водитель данного транспортного средства «десятки» превысил допустимую скорость и, по всей видимости, находился в нетрезвом состоянии. Машина передвигалась со стороны города Грозного в сторону Горогорского. Из-за спешки и халатности водителя «десятки» лишили жизни 3 человека, оба водителя и пассажир, который в момент аварии находился за передним пассажирским сиденьем. 2 женщины в данный момент находятся в республиканской больнице скорой помощи в тяжелом состоянии. Врачи прилагают все усилия для их спасения. Одна больная оперирована, у нее тяжелые повреждения головного мозга, черепа. Делать какой-то прогноз на сегодняшний день пока рановато, но во всяком случае сделано все, чтобы спасти ее жизнь. Вторая пострадавшая поступила тоже в тяжелом состоянии, там проведен комплекс лечебных мероприятий, иммобилизация и так далее. Сейчас она находится в отделении сочетанной травмы. Но в отношении ее можно сказать, что ее жизни сейчас ничто не угрожает. Оперативный штаб по снижению смертности на дорогах под руководством Вахида Усмаева ведет активную работу. Однако от подобных ситуаций автомобилистов может спасти только их бдительность. Аслан Алибукаев, Муса Астамиров. Новости. Минздрав выделил квоту на лечение. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова в свою очередь оказал материальную поддержку. Сотрудники фонда отправились по 2 адресам, где их поддержка крайне необходима. Несколько лет Киса Хамурадова болеет раком. Болезнь прогрессирует. Женщина уже перенесла несколько операций. На лечение уходят большие деньги. В связи с нехваткой финансовых средств родственники Хамурадовой обратились за помощью к президенту общественного фонда Аймане Кадыровой. На просьбу женщины откликнулись незамедлительно. Полученные средства пойдут на операцию, которую Кисе проведут в Саратове. Помог сейчас заявление нет о фонде, и рассмотреть на Эймайс Рамзансе, он Саратов, больнице, читает, но он дал маршал до Везендил. Да, здесь кучу, да, сейчас Саратов, Эймани, Рамзана, Шидин, Ахмадана, Везендил, он дил. Позже представители регионального фонда направились к Кемисе Тибиговой. О своей болезни она узнала пару месяцев назад. Сейчас ей требуется операция по удалению раковой опухоли. Каким будет срок лечения, семья не знает. Главное, теперь им не нужно беспокоиться о расходах. Сейчас женщина будет готовиться к госпитализации в московскую больницу. Квоту на лечение ей уже выделил региональный Минздрав. Луиза Батыжева, Муса Астемиров. Новости. В России упал спрос на дорогие продукты, а сроки проведения бесплатной приватизации жилья будет продлен на 1 год. Об этих и других новостях смотрите в рубрике «Часовой».
Федеральный центр совместно с регионами выделяют свыше 26 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной помощи россиянам, не предусмотренной обязательным медицинским страхованием. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании правительства. В частности, по его словам, правительство Российской Федерации направляет в субъекты Федерации в качестве субсидий 5 миллиардов рублей. Их получит 61 регион. И еще более 21 миллиарда рублей на эти цели должны израсходовать сами регионы. Государственная пограничная служба Украины намерена ужесточить пересечение границы для граждан России из приграничных регионов. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства. При этом ведомстве отмечает, что россияне, прибывшие до 1 марта на территорию Украины, смогут выехать на основании документов, по которым они выехали. Срок проведения бесплатной приватизации жилья будет продлен с 1 марта 2015 года до 1 марта 2016 года. По словам Нарышкина, во втором чтении законопроект планируется рассмотреть в пятницу 20 февраля. Если инициативу поддержат, то она сразу будет принята и в третьем окончательном чтении. Из-за роста цен каждый пятый россиянин за последний месяц стал приобретать более дешевые продукты или вовсе отказался от покупки некоторых товаров. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Среди наиболее распространенных моделей антикризисного поведения – покупка продуктов впрок и выращивание собственных овощей и фруктов. Около трети россиян ведут поиск более высокооплачиваемой работы. Дрейфующая канадская баржа без экипажа находится на расстоянии более 12 миль от ближайшего российского берега, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Чукотскому автономному округу. Там отметили, что судно, на борту которого находится несколько тонн дизельного топлива, плотно сковали льды. В ближайшие дни ведомству предстоит определить все риски, которые может нести баржа-призрак. О мерах, которые необходимо предпринять для развития подсобного хозяйства в Чеченской Республике, говорили на совещании в администрации главы и правительства. В обсуждении приняли участие главы администрации районов и представители профильных ведомств. По словам заместителя руководителя администрации главы и правительства Яхиби Султанова, самый успешный муниципалитет в области скотоводства и птичьего хозяйства – Очхой-Мартановский район. Для того, чтобы и другие районы не отставали, было принято решение о более тесном взаимодействии между органами местного самоуправления и Министерством сельского хозяйства. По итогу совещания мы подготовим протокол, дадим соответствующие поручения. В части использования газа для отопления теплиц мы дадим такое поручение, чтобы регион газа, Чеченогаз выработал более упрощенный порядок предоставления, чтобы мы могли это предложить руководству. Если это будет одобрено, этот порядок дальше мы применим. Что касается скотоводства, как я уже сказал, усилить взаимодействие между службами. Мы продолжаем специальную рубрику под названием «Дом дружбы», в рамках которой корреспонденты программы «Новости» рассказывают о культуре народов, населяющих регион, их обычаях и традициях. Наш следующий репортаж из села Виноградное. Семья Бейгиреевых – коренные жители села Виноградное. Еще 200 лет назад их предки из Дагестана переселились в Чечню. С тех пор Виноградное стало для них родовым селом. На религиозный обряд Саха старейшины села собрались в доме Бейгиреевых. Несколько дядек уехали, кто в Грозном, кто еще где вот проживают. Вот их дети потихоньку сейчас по возможности возвращаются. Вот, где-то покупают, где-то, если выдадут землю, строятся, переезжают, стараются к себе домой поближе. Все собираемся, встречаемся с семьями, и дети, и взрослые, все общаемся, поддерживаем свой род. У кого какие проблемы, там стараемся решить, у кого радость, радуемся все вместе. Небольшое село, где проживает около 3500 жителей, имеет богатую историю. Точной даты основания села нет до сих пор. Спорят с разницей в 60 лет – 1739 или 1799. Доподлинно известно имя родоначальника села – это Давлет Гирей Черкесский. Он заложил аул и в честь сына назвал Бамат-юрт. Первыми наше село переселили алдынцы. Источник так написано – алдынцы. Потом другие народы, черкесы и кумыки. В селе живут и много чеченских типов. Может, вы не знаете, вот такие типы. Я не могу сказать, что она все село. Несколько семей, допустим, занковицы здесь живут,
Ширдой здесь живут, Ялхой здесь живут, корни имеется в виду, чеченские корни. Гой здесь живут, у Старгородовицы здесь, Чинхо, Чертой, Харачоевцы, Хачароевцы и Беновицы. На разных этапах развития село меняло название. Во времена Октябрьской революции населенный пункт стали называть Новым Юртом. На фронт уходили уже из Виноградного. Уроженцы правобережья Терека освобождали блокадный Ленинград, участвовали в Сталинградской битве и боролись за Чехословакию. Сейчас в Виноградном не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны, но память о них живет до сих пор. 2010 год, особенно год села, можно записать в историю этот год. У нас школа новая, которая построена в 2010 году по поручению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Построили за кратчайший срок, можно сказать, за 3 месяца, новую трехэтажную школу. И по его указанию, поручению построили здание ФАП, полностью сделали капремонт мечети, построили новые медресе, полностью от фундамента построили новый зирят Мани-шейха. Кстати, потомки Мани-шейха и сейчас живут в селе. Место захоронения Эвлия часто посещают не только жители Виноградного, но и приезжие. Гордость сельчан – новая школа, где обучается более 500 детей. Теперь здесь ждут строительства детского сада, нового дома культуры и отделения почты. Елизавета Чепханова, Халид Мавсаев, Луиза Юнусова. Новости. Радуга засияла по-новому. В Шали после капитального ремонта открыли детский сад. Он предназначен для детей военнослужащих Южного военного округа. Также здесь построили еще один корпус, что даст дополнительные места. Слово нашему корреспонденту. С днем рождения поздравляем наш любимый детский сад. Пусть радушно принимает он и взрослых, и ребят. Торжественного открытия жители военного гарнизона ждали целый год. Все это время сад «Радуга» находился на капитальном ремонте. Если раньше здесь занимались только 40 детей, то после реконструкции дошкольное учреждение примет уже до 140 ребят. Гарнизон стоит отдельно, вдалеке от любых населенных пунктов, где было бы возможность детей водить в детский сад. Поэтому без него никак. Это дает возможность, первое, для дошкольного образования, второе, это дает возможность родителям устроиться на работу. Красная лента перерезана, и все спешат осмотреть, как же выглядит обновленный детский сад. И впереди планеты всей сами дети, хозяева учреждения. Большой интерес у ребят вызвал спортзал. Найти свободный тренажер оказалось непросто. Малыши быстро освоили спортивные снаряды. Ну, вообще-то, у меня был отпуск. Я очень рада, что детский сад открылся, и мне тут очень понравилось. Я очень скучала по моим друзьям. Познавательные книги с яркими иллюстрациями и занимательные игрушки не дадут соскучиться малышам. Здесь будут располагаться младшие, средние и подготовительные группы. С детьми будут заниматься только квалифицированные специалисты. Младшие воспитатели, специалисты – это супруги военнослужащих, имеющие высшие первые квалификационные категории, специальное образование. Педагоги обещают, воспитанников ждет всестороннее развитие. Музыка, спорт, рисование. Все необходимые принадлежности уже ждут малышей, а в уютных спальнях дети смогут отдохнуть от веселых игр. Мы можем себя больше проявить, большему количеству себя преподнести и большим детям донести радость и удовольствие. То есть у детей должно быть беззаботное, радостное детство, у всех детей без исключения. Поэтому наша главная задача – помочь им в этом. Если раньше не все дети могли довольствоваться этим удовольствием, то сейчас смогут все. Для прогулок на свежем воздухе обустроена большая игровая площадка. Качели, песочницы, горки и балансирующие машинки. Занятие найдется даже для самого непоседливого малыша. Дагмара Касаева, Лиза Чепханова, Муса Астамиров. Новости. В Гудермесе прошли финальные бои первенства республики по боксу среди юниоров. Ежегодное состязание в этом виде спорта собрали на порядок больше участников по сравнению с прошлым годом. Победители первенства смогут представить Чечню на чемпионате более высокого уровня. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Гудермес выбран не случайно для проведения республиканского первенства по боксу среди юниоров. Именно здесь 13 лет назад состоялось открытие первого спортклуба «Рамзан», сегодня известного как РСК «Ахмат». На финальные бои после 5 дней отборочных состязаний вышли 11 пар лучших боксеров.
У нас есть победители России, здесь есть победители СКФО, участники на этом турнире. Я так думаю, что, в принципе, неплохо развивается. Бои юниоров проходят по стандарту. 3 раунда по 3 минуты. Судейство объективное. Все финалисты представляют 11 районов республики. Руководству спортклуба «Ахмат» удалось собрать на участие в первенстве 2015 намного больше боксеров по сравнению с прошлыми годами. Растет популяризация бокса, все больше ребятишек хотят заниматься именно этим видом спорта. Если в прошлом году участвовало 127 боксеров, то в этом году 207. Также растет уровень боксеров. Мы видим, какие бои ребята устраивают. Все это, конечно, благодаря поддержке главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря которому мы имеем возможность постоянно участвовать во всех первенствах, выступать по обществам, проводить сборы. Отсюда и результат. Сегодня в финале и грозненский боксер РСК «Ахмат» Магомеджов Батыров. 17-летний мастер кожаной перчатки уже имеет в своей спортивной копилке золотую медаль чемпионата Европы по боксу 2013. На этот раз Магомед также одерживает убедительную победу. Тренировки побольше делал. То есть выиграть, соперник Одекор, Аландас Дела, Битлечор, Рамзан Ахматович Дересала, Лугдарсанцо. Закон спортзал, шумщаш, дикторонша, условия humane, сбор, любовь, Все победители награждаются грамотами и медалями. В завершении, по традиции, памятная фотография. Победители первенства республики по боксу среди юниоров автоматически переходят на следующий этап своей спортивной карьеры. В апреле они будут уже представлять Чечню на первенстве СКФО по боксу в Нальчике. Адлан Дудаев, Султан Умаров, Джамлай Хаджалиев. Новости. А воспитанники Грозненского военного Суворовского училища приняли участие в первенстве МВД по самбо. Спортивное событие приурочили к грядущему празднику. Все подробности у Ахмеда Джабраилова. Официальная часть мероприятия начинается с исполнения гимна в России и Чеченской Республике. Перед соревнованиями для гостей сначала свои спортивные навыки показали ученики школы высшего мастерства. А затем место на ковре заняли под заводные звуки гармонии солисты детского танцевального ансамбля «Башлам». По команде судей участники выходят на ковер. Всего здесь будут состязаться в 8 весовых категориях. На соревнованиях присутствуют и именитые ветераны спорта. В дальнейшем эти ребята могут выступать и на первенстве Чеченской Республики, в том числе и они могут выступать на вооруженках, так говорится, и на первенстве МВД Российской Федерации. Самбо для кадетов является самым главным видом спорта, отмечает начальник Грозненского Суворовского училища. Приобретение спортивных навыков – одно из важнейших качеств воспитанников. Ведь только физические и духовно сильные сотрудники смогут защитить себя и граждан от преступных посягательств. Мы все с вами свидетели большого спортивного праздника в нашем училище, который приурочен к нашему предстоящему празднику Дню защитника Отечества. Я хотел бы поблагодарить главу нашей республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря вниманию которого и заботе мы сегодня имеем такие прекрасные возможности заниматься спортом, достигать больших спортивных высот. По окончанию мероприятия победителям вручили памятные кубки и ценные призы. Ахмед Джабраилов, Хаважа Мунаев, Рамзан Хагуев и Даут Куруев. Новости. На этом у меня все. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь в Грозном.